Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня проект «Мы вам покажем» находится в гостях в цветочной мастерской Everglow. И не просто так. Ведь на дворе у нас весна, а весна – это пора чего-то нового. И, конечно же, это касается и мира растений в том числе. Рядом со мной находится Ирина. Знакомьтесь, Ирина, здравствуйте. Здравствуйте, Дарья. Ирина является у нас таким представителем очень интересной профессии. Расскажите немножечко о себе. Дарья, спасибо. Я фитодизайнер, озеленитель. Это абсолютно новая профессия, новое направление именно в Якутии, в Якутске. Если в западных городах этот тренд уже развивается на протяжении 3-5 лет, то в Якутске данное направление еще не очень развито. Но, тем не менее, так как у нас больше полугода за окном зима, и нам дома хочется иметь зеленый уголок. И со времен пандемии начался тренд на urban jungle, это на озеленение пространств, не только в общественных местах, но и в квартирах. Сейчас домашние цветы стали очень даже востребованы и популярны. Да, если раньше, допустим, как-то мы все видели в общественных местах одни и те же растения, да, такие очень примитивные, бабушкины, да? Бабушкины, и дома такие же были, и в детских садах, и в школах все было одинаково. Сегодня мы можем увидеть потрясающие фитостены, да, это в больших крупных ресторанах, это может быть даже автобусные остановки. То есть сегодня действительно люди уделяют очень огромное внимание озеленению. Но в частности, все-таки мы возвращаемся к теме нашего эфира. Весна на дворе, а значит, что-то, какие-то манипуляции можно делать уже сейчас, нужно делать. Да, совершенно верно, потому что зимой у нас мало солнечного света, и сейчас я хочу немножко рассказать про базовый уход. 3 основных правила по уходу за домашними цветами – это свет, вода и тепло. Поэтому нам необходимо, так как в квартирах микроклимат у каждого разный, у кого-то может жарко, в Якутске зачастую у всех у нас жарко и очень сухо, и растение не всегда хорошо выглядит. Она стоит всю зиму под фитолампой, она растет, но тем не менее листья обмельчали, побеги удлинились, и растение потеряло свой декоративный вид. Сейчас продают в магазинах очень много фитоламп, которые на 90% заменяют солнечный свет. И для Якутска, для Якутии это очень актуально, потому что мы сами знаем, утром темно, выходим из дома. И цветочки наши страдают. Если говорить вообще, что это за растение? Это бегония королевская, то есть как раз представитель бабушкиных, маминых цветов, то есть и в больницах, в поликлиниках, в общественных местах. В одно время она очень часто встречалась. Несколько лет назад вывели много сортов, и теперь бегония стала также красивенькая стала. Да, очень популярна. Есть виды, где крапинки очень огромные, и там цвет листьев, он тоже отличается. Ирина, вот отсутствие здесь листиков, это показатель уже какого-то серьезного заболевания. Я бы, например, взяла бы просто отрезала вообще всю эту палочку. Ведь зачем ее хранить, если у нас листики только наверху? Здесь же они уже не появятся. Нужно уметь знать, где правильно срезать, для того, чтобы пошли боковые побеги. Когда мы производим санитарную обрезку, то есть обрезание растения, оно дает стимулирует пробуждение боковых побегов, и, соответственно, у нас растение получается пышным и красивым. Сейчас как раз я покажу на бегонии, то есть у каждого растения есть междуузлие. Они здесь то есть видны, это расстояние между полосочками. И как раз зимой междуузлия, они вытягиваются, и также видно на данном растении. То есть чем меньше света, у нас расстояние между листьями, оно увеличивается. Кстати говоря, такое растение есть у нас на работе в кабинете, и я заметила, что в идеале-то были такие коротенькие расстояния, а сейчас просто может расти палочка, и только в конце листочек. Совершенно верно. Это означает из-за недостатка освещения. В самой природе, допустим, это растение, это лиана огромная, и листья, то есть если в комнате, в домашних условиях мы привыкли, что листья у них мелкие, в природе листья у них очень огромные, и со временем они, как у монстеры, начинают с прорезями проращивать. Хорошо, но к этому растению мы перейдем чуть позже. Вернемся к нашему бабушкиному растению. Бегония. То есть мы можем произвести
полную обрезку, но нужно понимать, что так как обрезка это стресс для растения, необходимо оставить хотя бы 30% от основной зеленой массы. Вот здесь наступает самый важный момент, когда все время бережешь что-то. Вот страшно отрезать лишнее. Ну, как можно взять, как может рука подняться и обрезать вот половину растения? А надо? Надо, потому что, во-первых, это для красоты, а во-вторых, цветоводство, оно безотходное. То есть из срезов можно будет переукоренить и вырастить новое растение. То есть черенок можно будет подсадить в этот же куст, либо в другой горшок, и у вас будет либо один большой кустик, либо новое растение. То есть смело режем, товарищи? Конечно, не боимся. Не боимся, и им не больно, поверьте. Хорошо, это только, наверное, больно нам, тем, кто всю зиму за ними ухаживал, а тут приходится обрезать. Итак, весна – приятное время для именно обрезки. Смотрим дальше, как мы обрезаем. Так, мы определяем место, то есть мы видим, что растение неравномерно, какой-то побег очень сильно вытянулся, что-то у нас растет в бок и вовнутрь, то есть нам необходимо, чтобы новые побеги вырастали наружу, чтобы оно приобретало пышную форму. Берем инструмент, мы его обрабатываем с антисептиком. Обязательно. Потому что, так как инструментом, допустим, пользовались там в других местах, с другими растениями работали, в любом случае, то есть может быть инфекция. Все как у людей. Все как у людей, да, все как у врачей. Поэтому, так, мы определили, то есть нам нужно будет обрезать примерно где-то вот здесь. Ну, то есть вот до этого уровня, да? Да, можно даже пониже, потому что здесь мы видим тоже есть оголенный ствол. И, в принципе, на 1/3 срез должен быть под углом 45 градусов, на полсантиметра выше побега. Все. Посмотрите, сколько мы отрезали, а сколько от него осталось. 2 раза меньше там осталось, и все, и осталась одна палочка. А вся красота вот здесь срезана. Ну, побег пережил зиму, и для меня он не очень красив, поэтому ничего страшного. Мы его потом поставим в водичку и вторую жизнь. Дадим растению вторую жизнь. Следующие побеги. То есть мы, в принципе, смотрите, здесь мы видим, что данный побег, он очень некрасив, кривой, поэтому мы берем, обрезаем здесь. Еще одно. Данный побег можно оставить, но я бы его тоже срезала. Так у нас ничего не останется. Ничего страшного. Как раз здесь, если обратить внимание, есть спящие почки, и там, через пару недель после должного ухода они нам дадут новые побеги. Поэтому так же, как и мы, девушки, весной приводим себя в порядок, делаем себе стрижки, также и растения. Ничего страшного. Стрижка идет только на пользу. То есть сейчас у меня будет кардинальная обрезка, останутся одни пеньки, но это только во благо. Все. Красота пропала. Красота, да, такая сомнительная вещь здесь. Но, как вы сказали, уже первые побеги пойдут через пару недель. Сейчас так как пересадка это стресс для растения, обрезка это стресс для растения, пересадку нужно проводить не ранее, чем через 2-3 недели. Дать растениям прийти в себя. И, соответственно, сейчас необходимо после кардинальной стрижки, мы сейчас провели кардинальную стрижку, дать растениям прийти в себя. Для этого мы обязательно подкармливаем виталайзерами. Есть очень хороший препарат, я всем его рекомендую, стоит он не очень дорого. Это японский препарат Виталайзер HB101, он на основе натуральных растений, и одной капли достаточно на литр воды, то есть он подходит как для поливки, так и для опрыскивания по листу. Для всех комнатных растений? Да, для всех комнатных растений и даже для рассады. Вот так, хорошо. Итак, запоминаем подкормку, затем, значит, полив и потом уже пересадка, да? Да, сейчас после обрезки нам необходимо поставить растение в светлое место, то есть как раз уже солнечного света достаточно, на самый светлый теплый подоконник, предостеречь от сквозняков и
оно недолго заставит себя ждать, и через пару недель мы уже будем красоваться новыми побегами. А следующая подобная обрезка когда состоится? Обрезку можно проводить весной, как раз сейчас ранней весной, когда растение начинает пробуждаться, и оно имеет достаточно сил для того, чтобы восстановиться. Следующая не кардинальная обрезка, а уже формирующая обрезку можно проводить в течение вегетативного периода, летом, допустим, если, опять же, оно очень сильно разрастается. С этими прекрасными остатками что мы делаем? Мы их также можем начеренковать, то есть мы видим междуузле, тоже, допустим, есть зачатки листьев, мы можем их обрезать прямо, допустим, вот на такие палочки, и даже из палочек вырастают листья. То есть вот это будет тоже, это все отдельные растения? Это будут черенки, отдельные растения. Лишние листья нужно будет срезать для того, чтобы растение быстрее укоренилось. Ну и, соответственно, где-то оставим так. То есть у нас уже будет 5. Из одной палочки у нас уже будет 5 растений. 5, даже 6 растений. Ну и, соответственно, здесь можно еще... Да, с каждым из них можно сделать то же самое. Можно сделать целый ботанический сад, вот, да, грубо говоря. Джунгли вырастить, да. И получается, и здесь все хорошо стало, и там все хорошо будет. Да, поэтому я говорю всем, рекомендую сейчас как раз весной, в марте проводить обрезку, для того, чтобы растения радовали нас своим прекрасным видом. Хорошо. Так, разобрались с одним растением, да, переходим к другому виду, да, вот это все-таки все. Остались палочки. Да, остались палочки, но в скором времени будет красивейшее растение. Вот по поводу вот этого. Так, это эпипремнум золотистый, то есть за зиму он очень сильно вытянулся, ну и как Дарья заметила, междуузлия стали очень широкими, длинными. А здесь, наверное, мы не будем проводить кардинальную обрезку, то есть мы его немножко подкоротим. Прям немножко? Уже большую часть его длины вы говорите немножко. Вот смотрите, было так. То есть мы как раз, вот, допустим, вот здесь вот его укоротим. Обратите внимание, здесь около листьев есть зачатки воздушных корней. И когда мы поставим укореняться, из этих точек черных у нас появятся новые корни. И также можно будет вырастить новое растение. То есть вот как раньше думали, один листик отрезали, этого достаточно? Нет, нужно обязательно, чтобы были вот эти почки. Правильный вопрос, Дарья, задаешь, потому что есть растения, которые можно вырастить из листа. Например, это денежное дерево. То есть из листочка денежного дерева можно вырастить новое растение. А если растение имеет воздушные корни, то обязательно нужно резать именно как раз вот так вот, оставляя вот эти маленькие почки. Зачаток для корней. Обратите внимание, да, вот сейчас покажем на камеру. Вот эта штучка обязательно важна, если вы хотите вырастить новое растение. Такой принцип работает со всеми ароидными. Это в основном у нас это монстеры. То есть монстеру, допустим, с одного листа мы его не вырастим. Да. Так, а тем временем у нас здесь длинненькие наши, вы говорите, так, надо обрезать на сколько? Давайте мы вот так вот все обрежем. Вот так вот всю красоту, которая росла за зиму, просто посмотрите, все красивое. Вот так. Ну, здесь тоже осталась пышная шапочка осталась. А вот большая шапочка осталась здесь. И это необходимо все-таки делать весной? Конечно, конечно, потому что после срезов, опять же, пробуждаются спящие побеги, и растение будет выводить новые листья, тем самым приобретая пышный, здоровый, роскошный вид. То есть будет такой шапочка? Да, шапочкой. Так, с этим, так как растение, я уже говорила, безотходное, то есть здесь мы можем прямо разойтись и нарезаем. Вот вы представляете, вот с этой длинной веревочки сколько здесь будет? Здесь только, по-моему, около 15 будет черенков. 15 только с одной веревочки с этой. А здесь-то они у нас еще есть и подлиннее. И вот это все будущее Это растение. все будущее новое растение. Главное, чтобы была почка, не забываем. Есть такой небольшой лайфхак. Можно взять, так как они будут разваливаться в стаканчике, да, можно взять резинку для волос, для денег, связать их и поставить в вазочку. И как раз, опять же,
через светлое теплое место, и там корни Появятся. эпипремнум дает быстро, через пару недель у вас появятся уже новые корни. Когда корни уже отрастут не менее чем на 10 сантиметров, можно уже будет пересаживать в грунт. Ирина, то есть, в принципе, вот с подобными растениями все понятно. Чем больше отрежешь, тем больше вырастет. Совершенно верно. А что делать, вот, допустим, с такими очень красивыми декоративными растениями, которые порой кажется, что они вообще из пластика? Но вот это вот визуально реально думаешь, настоящее ли оно? Это калатея. Да, совершенно верно, не все растения можно обрезать. Например, на примере калатеи и, допустим, пальмочки, да, как все ее называют, они вообще не терпят обрезки пальмовые, потому что если мы уберем случайно точку роста, то растение погибнет. Бывает, что на листьях, на краях листьев бывают сухие участки из-за ошибок ухода. То есть как раз вот обрезка на сантиметр, Допустимо. она допустима, она не повредит, но ни в коем случае нельзя обрезать точку роста. Мы просто потеряем растение. Марантовые растения тоже не обрезаются, то есть размножаются такие растения делением куста, то есть нам нужно будет вытащить растение и разделить его на несколько частей. Сейчас продается очень много разных средств для освещения, поэтому нужно выбрать правильную фитолампу. То есть продают розовые, фиолетовые, они, к сожалению, пустая трата денег, они ничем не помогают растениям. Нужно обращать внимание на характеристики для того, чтобы они подходили именно для домашнего использования. Не брать слишком мощные и не брать слишком слабые. То есть можно навредить? Можно навредить. Растение стоит на южной стороне, на южном подоконнике. Наверняка замечали, что появляются такие пятна, это солнечные ожоги. Потому что листья очень, несмотря на то, что они как будто бы пластиковые, они очень нежные бывают. А вот там стоит у нас фикус. Очень часто мы, наверное, видим огромные высокие фикусы с голыми стволами, когда нижние листья опадают. Это как раз опять же свидетельствует о том, что растению не хватает питания, должного ухода и освещения. Фикусы также не жалея. Мы можем срезать верхушку. Полностью так? Полностью, да, срезать верхушку, поставить на укоренение. А если ствол, допустим, тоже слишком вытянулся, его также начеренковать, поставить в воду. Черенки в скором времени дадут новые корни, и его также можно будет из него вырастить новое растение. Ну, а вообще фикус как часто обрезать? Тоже раз в год и желательно весной, да? В якутских квартирах, к сожалению, мы не даем такие условия. Здесь мы уже смотрим, если, конечно, он стал упираться в подоконник, либо в потолок, берите и режьте его смело. И очень часто на консультациях меня спрашивают, если лист упал, вырастет ли оттуда новый лист? Никогда. Никогда. Но бывают редкие исключения. Да? Бывают редкие исключения. Также, допустим, можно купить цитокиновая паста, есть такой препарат, нанести, допустим, в междуузлиях, между листьями, и подождать, возможно, если почка, допустим, не высохла, и если она спит, то этой цитокиновой пастой можно пробудить новую почку. То есть мир растениеводства, цветоводства – это вообще просто отдельный мир, да, какой-то. Да. Чего там только нет. И пасты, и подкормки. Значит, кто бы мог подумать, а раньше, есть растения, водой поливай, да и ладно. А сейчас и лампы, да, и им подкормку, да, и ухаживать за ними надо, обрезку делать. В общем, действительно, все как у людей. Все как у людей, Хочешь красоту, постарайся, да? Совершенно верно. Хорошо. И если еще говорить про какие-то процедуры, которые необходимо делать весной с растениями, какие манипуляции еще? Так как сейчас уже после зимней спячки растения пробуждаются, необходимо начать вводить подкормки любыми жидкими удобрениями, которые продают в магазинах. Почему жидкие? Потому что они простые, удобные для использования. Для первой подкормки, если зимой не подкармливали, необходимо брать дозу в 2 раза меньше, чем указано на этикетке, и вводить уже в каждый полив удобрения. Каким образом нужно удобрять? То есть мы удобрение добавляем не в сухую почву, то есть нам сначала нужно будет пролить растение, увлажнить земляной ком, и только после этого доливать уже жидкостью с удобрением. Потому что если мы будем поливать чистым удобрением, то можем сжечь корни. Вот и так, растение может погибнуть. Вот опять, наверное, это одна из самых главных основных ошибок. Наверное, многих купили, залили, думают, ой, расцветет. На самом деле все не так просто. Можно и даже сжечь корни тем самым удобрением, казалось бы, которое совсем вроде бы такое безобидное. Да.
А по поводу удобрений, есть удобрения минеральные, есть органические. Опять же, в зависимости от того, где росло растение в природе, необходимо иметь в виду, например, допустим, спатифилумы, женское счастье. Оно в природе живет в болотистых местах, и там, как мы знаем, в болотах много органики. Здесь можно подкармливать обычным удобрением для декоративно-лиственных. Ирина, благодарим вас за такую потрясающую полезную информацию по поводу тех растений, которые действительно окружают нас и делают наш мир ярче. И, конечно, еще раз, дорогие друзья, мы напоминаем вам о том, что все-таки растения требуют ухода, а весна – это лучшее время для того, чтобы вот заняться своими такими домашними питомцами, я бы сказала. Да? Ведь это все равно живое растение, и уход оно тоже требует. И если их правильно ухаживать... Да, если правильно ухаживать, растения будут долго радовать вас прекрасным видом, и вы не будете беспокоиться и переживать за растения, что же с ними случилось. Да, главное все сделать вовремя. И на этом мы не прощаемся, увидимся уже скоро. До новых встреч, всего доброго.